Тянуть уже дальше некуда, нам надо выезжать. Наша экспедиция состоит из двух групп. Первая, это наша машина будет. Она выдвигается сейчас по маршруту федеральной трассе от Якутска до Мирного. Ну что, наконец дождались, ребят. Наш напарник из Кургана. За что я люблю экспедиции, это всегда хороший стол у нас. Сегодня наша экспедиция грузится в поселке Арылах Вильнюсского района. И мы выдвигаемся в сторону Оленька. По пути мы должны заехать в Мирный. В качестве эксперимента мы хотим довести скоропорты картошкой, луком. И потом будем сравнивать себестоимость такого завоза до Оленька наземным путем и так, как сейчас возят в самолетах Ан-26. Дождь пошел, ну сейчас перегружаем лук, картошку, полезный груз, который повезем до Оленька. Утро среды 16 августа. Дошли до города Удачный. Сейчас быстренько завтракаем, докупаем, что нужно, и уходим на Зимник. Тут начнется наши основные испытания бурлака по Зимнику, по лесным дорогам. Есть столовая. Такие вот тут авто ездят. Салон люкс. Сегодня 16 августа. Мы выезжаем из Удачного по Зимнику, который ведет в Оленек. В летнее время эта дорога не используются обычными машинами. Там только могут проехать, наверное, отдельные квадроциклы. И мы хотели бы пройти 300 километров на двух машинах бурлак с грузом. Для того, чтобы проверить эксплуатационные характеристики этих машин. Этот знак, он уже до боли в груди такой знакомый, потому что несколько сезонов мимо него проезжаю, а тут, смотрю, его нету, и сердце защемило. А оказывается, он лежит рядом. Нам до Оленька ровно 300. Я сколько раз тут был уже? Сейчас уже третий раз, последний раз здесь был в апреле этого года. Еще да, по снегу, сезоном. по зимнику. Круто. Представляю твои чувства. Родной мой. Говорил, дающая 1000, да? 1050, да.
полярный круг. Вот мы проходим полярный круг. Дальше этого начинается Арктика. Наша уже любимая Арктика. Опять туда. Опять, да? Это хорошо. Все замызганные в грязи, но Ну, машины что, видно, что они прошли рабочие, да? большое расстояние, да. Летом дороги, конечно, не зимой, зимой пыли нет. Снегу были. Снегу, да, там снег чистили, тут пыль. Здесь на дереве не только люди ленточки оставляют, загадывают желания, а ну, можно всяких разных вещей найти. Я так первый раз вижу кружка, боксерские перчатки, Иванов Василий Степанович. Фонарик там вот где-то вон висит. Обувная ложка. Перчатки. Можно много всего интересного поискать. Итак, команда экспедиции «Удачный оленек». Руководитель экспедиции. Находки Николай Александрович. Дальше Иван Никитич, руководитель первого звена. Громов Александр Серафимович, оператор БПЛА, научный сотрудник. Ильичев Иван Александрович, представитель собственника компании, один из организаторов экспедиции. Харченко Олег Иванович, путешественник, координатор маршрута. Мостовщиков Яков Михайлович, представитель ООО «Вездеходы Бурлак». Комов Сергей Валерьевич, представитель компании ООО «Вездеходы Бурлак». Вот я невнимательно ищу всякие мелочи по дереву, думаю, что-то еще интересного найти. А слона так и не заметил. Тут целый борт лежит с креплениями. Устанавливаем мою монету. Давай. Сильно. От этой реки мы ожидали, что она будет первым препятствием, именно водным. Но воды очень мало, поэтому тут проходишь вообще легко. Когда воды больше, ну, наверное, сложнее, не знаю. Обед. Сейчас постоим. Природа просто такая красивейшая. Я, по-моему, первый раз именно в Якутии, в таких местах. То есть, насколько Якутия разнообразна, что вот в разных местах я был, но вот подобная природа, мне кажется, только здесь. Чем-то она похожа на Карелию. И даже какие-то места, ну нет, в Питере, наверное, немножко по-другому. Но вот в Карелии бывало что-то подобное, мне кажется, вот есть. Реки чистейшие. Говорят, Хариуса видели. При желании можно все. Я думаю, что там утеплять надо. Просто прижимаемся, чтобы вторая машина могла пройти. Ну, так или иначе, подъем тяжело трогаться. Препятствие где-то останавливается. Яков, где тарелка? Я думал, едем по дороге. Олег говорит, да, когда речка есть, конечно, интереснее. Это река, оказывается. Река. Вот. Сразу видно, человек просто с техникой на ты. Заяц. Прочувствовал. Заяц, да? Почувствовал сразу все тонкости, нюансы. Человек профессионал. Просто не верите, что мы в Арктике. За бортом градусов 25-26, реки все пересохли и дождей не намечается. Я хочу сфотографировать, потому что не зимняя фотография, Зимой, похоже, провалилась. И так она и осталась.
Первый бурлак прошел по той стороне. Немножко было там тяжко. Для прицепа будет, ну, нежелательно. Поэтому сейчас мы их развернули. Встретили сейчас сюда вот, в сторону. Реки нет, да? Знаешь, это вот это все была река. Так, что мы Широкая. делаем-то? Да. С Оленьком такая же история будет. Вот там. Тут подъедем. Так мы базироваться хотели тут, нет? В Так, доме? не, нам домики-то нужны или нет? Ну, Зачем? Если есть, то почему бы ну не все, тогда вот использовать? там встаем на камнях, смотри, и все. Ямы надо будет сейчас искать. Ура! Полпути пройдено. Ох. Фух. Долгожданная остановка. Потряслись, конечно, знатно. Немножко иногда устаешь из-за тряски, но не сильно. Немножечко антенны порвали. Ну, не немножечко, а порвали. У нас рации с собой коротковолновые. Хотели тоже их, если потребуется, потестировать. Вот. Надо распутывать. Немножечко себе, конечно, испортил экспедицию вот этим порезом, но вроде как заживает, но лишний раз сейчас его пачкать не хочется. А так даже удивительно, что ну, за 2 дня он так затянулся. Глубокая была. Якутский нож же работает хорошо по мясу. У нас гости. Значит, кто-то есть, да? Кто-то есть. Ага. Мужика есть. Ну что ты? Госка. Вот этих можно кормить. Ну, хорошие тысячи. О, малыш. Буранис идет без пары, ничего нет. Пусть так идет, он туда не поворачивает, он говорит, рукой вот так делал. И вот такая порода. О, отлично вообще. Да? Вода теплая. Селигер! Вечерний ужин. Так, Казан забит уже. Скоро будет на огне. там в Бухаре, если что, в Казани. Спасаемся от комаров. Это мы набрали еще по дороге до Мирного. Что ты? Собаки такие ласковые здесь. Да? Качук. Щи. Ну-ка, перевернись. На пузо. Да. Чук-чук-чук. Давай. О, молодец, давай. О, щи. Хороший пес. Ладно, не гибнет. Немножко. Да, на природе самая вкусная еда. Все заняты. Еще сразу на завтра обед готовим, чтобы в пути время уже не тратить. Черный ножик, я же приносил черный ножик. А что, на находке на американец? Он же вьетнамец, да? Вьетнам, да. Я говорю, в лесу всегда это
Эх, идет намного впереди. Это Даже Иркин никого сделал. нет, что Он еще в 50 Якутии туда все рассказал. Вернее, в Якутске. Ну они телевизор смотрят. Вы Иркина знаете? Как ты это видишь, надо как-то от этого. Потому что как-то надо пробовать.